Под завесой секретности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в каких ужасных условиях проходит вакцинацию от COVID-19 в исправительных колониях Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Власти Таджикистана заявили, что с июня вакцинация от COVID-19 проходит и в закрытых учреждениях страны, хотя точное количество вакцинированных на сегодняшний день заключенных не разглашается. В Таджикистане 19-е СИЗО исправительных колоний, в которых содержится около 12 тысяч человек. Главное управление исполнения уголовных наказаний Минюста, в ведении которого находятся закрытые учреждения страны, не подтверждают случаи распространения коронавируса среди тюремного населения, заявив лишь, что с прошлого года по сей день в пенитенциарных учреждениях заболели пневмонией, 98 человек и 11 умерло от этой болезни. Многие сомневаются в правдивости официальной статистики по данному вопросу. Представители ГУИУН и тюремной больницы в Багдате заявили в конце минувшей недели, что программа вакцинации заключенных проводится с июня, но не смогли точно сказать, сколько осужденных уже вакцинированы. С весны этого года в Таджикистане проводится кампания вакцинации от коронавируса при поддержке ООН, США и ряда других организаций и стран. Вакцины AstraZeneca, Moderna, CoronaVac и Спутник ставят бесплатно в медицинских учреждениях Таджикистана. Сотрудник тюремной больницы в Багдате сообщил по телефону, что при поддержке Министерства здравоохранения 600 заключенных этого учреждения получили первую дозу вакцины в июле. По его словам, вакцинация в колонии продолжается. Однако информация, поступающая от родственников некоторых заключенных, отражает другие реальности. Родственники осужденных, которые говорят, что в тюрьме, где содержатся их родственники, нет ни намека на вакцинацию, а санитарные меры, связанные с пандемией, не соблюдаются в полной мере. Родственники сообщили, что во время свиданий в колонии они видели, что простейшие требования, такие как наличие маски, антисептика, соблюдение дистанции во избежание заражения COVID-19, игнорируются. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь это тоже люди, а таким образом власть будто наплевала на них. Ведь вряд ли это была просто вспышка пневмонии в таком количестве. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Рахматулла Раджаб, осужденный член запрещенной в стране партии Исламского Возрождения, был переведен в новую тюрьму в Багдате 2 месяца назад вместе с другими 1700 заключенными. Его дочь Нилуфар Раджабова рассказала, что была на краткосрочном свидании с отцом. По ее словам, в помещении, где они переговаривались через стеклянную перегородку по телефону, никто из других заключенных и тюремного персонала не был в масках. Я спросила у отца, получил ли он вакцину. Он ответил, что ни он, ни его сокамерники еще не вакцинировались. О масках, антисептике и дистанции вообще нет речи. Я сама передала отцу маски, сказала собеседница. Но представители ГУИУН утверждают, что процесс вакцинации идет по плану, и по словам надзирателя новой тюрьмы в Багдате, который не пожелал называть своего имени, процесс вакцинации среди заключенных колонии номер 1 в Душанбе начался еще в июне перед переводом в новую тюрьму в Багдате. По его словам, Минздрав должен поставить им новую партию вакцин для второго этапа вакцинации. В настоящее время, сказал собеседник, все еще продолжается обустройство на новом месте. Родственники Забайдула Розика и Махмадали Хаита, других заключенных членов запрещенной ПИФТ, а также родственники Махмурода Одинаева, заместителя председателя социал-демократической партии, осужденного осенью прошлого года, также говорят, что их родные еще не прошли вакцинацию и обеспокоены их состоянием здоровья. Запрос о предоставлении информации о том, сколько заключенных были вакцинированы от COVID-19, остался без ответа. Власти не представляют подробную статистику по этому поводу. Представитель ГУИУН на условиях анонимности сообщил, что вакцины для заключенных доставляются партиями в 1-2 тысячи и сразу же используются по назначению. Но информации об общем числе вакцинированных осужденных он также не смог предоставить. Как вы относитесь к такой ситуации? И не думаете ли вы, что власти просто ждут, пока люди переболеют, и, по сути, им плевать на их жизни? Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.